В Якутске стартовал международный семинар. Ученые со всего мира в очно-заочном формате обсуждают палеонтологию. Научное мероприятие посвящено 85-летию со дня рождения якутского ученого Петра Лазарева. По его инициативе в начале 90-х годов создан Всемирный музей мамонта. О достижениях музея в сюжете Ульяны Шагиной. Сегодня музей мамонта – это не просто место, куда приходят тысячи людей, чтобы полюбоваться уникальными находками мамонтовой фауны, но и весьма самостоятельное научное учреждение. Работают здесь и молодые ученые, которые продолжают дело известного палеонтолога Петра Лазарева. Бизон, жеребенок, это расположено на Янском плоскогорье, и также суслик на Колымской низменности. Картография – не только основная деятельность, но и диссертационная работа молодого ученого. Причем современная картография – это непривычный всем нам бумажный атлас, а электронное хранилище с данными о месте и времени найденных животных, отметкой труднодоступных территорий, а также перспективных мест для поисков древних ископаемых. Работа именно с мамонтовой фауной очень увлекательная и интересна. Работа моя связана с использованием таких современных технологий, как ГИС-технологии. Это геоинформационные системы. Я занимаюсь дистанционным зондированием Земли, картографическим обеспечением. Если раньше крупные находки для изучения отправлялись в центральные регионы страны – Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск, то с появлением музея мамонта эти функции взяли на себя и якутские ученые. Здесь, в остеологическом коллекторе, где хранятся костные экземпляры, сегодня насчитывается более 3000 различных находок. И одна из последних, более качественных, это практически полный скелет шерстистого носорога. Сейчас этот скелет ученые более подробно изучают. Весь позвоночный столб сохранился, некоторые трубчатые кости. И череп с нижней челюстью. Работают ученые и со многими как международными, так и российскими научными центрами. И понятно, почему именно якутские находки представляют такой большой научный интерес. Ведь толща вечной якутской мерзлоты сохранила в себе многие ответы на вопросы. И это не только животные, но и следы воздействия древнего человека на их скелеты. К примеру, разделка для употребления в пищу. Мерзлота, она сохраняет и позволяет провести различные анализы, как, к примеру, трассологически, к примеру, восстановить моменты разделки древних животных. Первый раз мы начали сотрудничество в 2015 году. Прекрасные специалисты, прекрасные люди. И, собственно, у нас почему сотрудничество и продолжается, потому что мы нашли друг друга. Сегодня в Якутии находят до 90% останков шерстистых мамонтов. Для более углубленного их изучения в регионе планируется создание Всемирного центра мамонта в рамках нацпроекта «Наука». Для якутских ученых это станет новой возможностью для работы. Это будет действительно центр притяжения мировой палеонтологической науки, потому что и в Всемирном центре мамонта планируется создание генетических, изотопных исследований именно по самому оборудованному, по самому последнему слову науки и техники. И кто знает, может, именно якутский центр сделает главное открытие, о котором мечтают все палеонтологи мира. Это оживить и выпустить в природу одно из самых древних животных – мамонтов. Ведь наука не стоит на месте. Так что все возможно. Ульяна Шагина, Владимир Павлов, Якутск.